Выбежала девочка из дома, маленькая, в мамином платке. Старенькие валенки, знакомо, весело блестели вдалеке. Куклу на салазках покатала, с черную собачку у ворот долго прибяча лопотала. Рукавички ей совала в рот, топала по тропке возле дома. Щечки на морозе расцвели. Вдруг, хрустя по снегу незнакомо, злые люди к дому подошли. Вытащили все, что в доме было, даже карандашик и тетрадь, ту, в которой девочка любила ласточек для мамы рисовать. Вынесли подушки и корзины, сверток детских трусиков цветных. И такие были образины, лютые и жадные у них. Разбросали карточки по дому, снимки, что в альбомах берегли, а потом зажженную солому равнодушно к двери поднесли. Зазвенели выбитые рамы, полыхнуло пламя через край, и раздался хриплый голос мамы: «Доченька, любимая, прощай». Черным дымом крыша вся покрылась, вспыхнул клен, что рос невдалеке. Губки задрожали, покатилась крохотная слезка по щеке. «Мамочка, любимая, родная, посмотри, сейчас расправлюсь я с этим, на котором шерстяная вязаная кофточка твоя». Кулачишки маленькие сжала, сердце быстро прыгнуло в груди, к рыжему фашисту подбежала и сказала звонко: «Уходи!». Был он длинный, грязный и плечистый, был он молод, жаден и жесток. И сорвал он с девочки пушистый, теплый, мамин ласковый платок. Волосенки ветром растрепало, слезы стыли возле самых век. Треснул выстрел, девочка упала личиком курносым прямо в снег. В это утро мы в окопах были, а потом рванулись точно в срок и атакой яростной отбили небольшой районный городок.